Э, Я думаю, что вот я второй раз откликаюсь на приглашение организаторов. Я действительно думаю, что темы очень актуальные, но проблема заключается в том, что я согласна с тем, что надо быть реалистичным, и я никак не могу получить на два основных вопроса ответ. Как и когда? Мы все время здесь собираемся люди, которые что по преференциальному голосованию, да, мы сторонники, в принципе, да, что по первому круглому столу, да, мы за снижение и вообще ликвидацию всевозможных барьеров. Но это же очевидно по тем лицам, которые здесь собрались. Но вопрос заключается в том, что Адахан Кемсабаевич абсолютно прав. Ни одна из этих инициатив, ну, судя по тому, сколько запросов мы посылаем, да, и как на них реагируют, точнее, не реагируют вообще, да, можно уже сделать, в принципе, вывод о том, что вряд ли и эта инициатива получит поддержку. И в этом смысле мне кажется, что надо все время уже думать о том, что собираются делать политики для того, чтобы это продвинуть. Депутаты вот инициируют, но они же сами уже они уже сейчас среди нас сидят с несчастными, обреченными лицами, понимая, что их инициатива не найдет поддержку. Мне уже заранее жалко и Джанара, и это вот они сидят среди нас, вот как эти, да, обреченные на заклание Бакуштар. Поэтому я за вас, ребята. Но проблема заключается, вы сами, если у вас нету страсти и горения в глазах, то кто ж вам отдаваться-то в будущем будет, если вы сейчас уже обречены? Понимаете? Поэтому и вопрос заключается, по-моему, в том, что обреченность это от того, что вы очень поздно, Тимир Акимович абсолютно прав. Выборы вот-вот на носу, и вы уже заранее, зная, что в такие короткие сроки практически невозможно, особенно при том раскладе. Тогда вопрос заключается в том, как вы собираетесь это делать. Вы взываете к героической Динаре Мажановне, которая вот все время организовывает вот эти площадки. А я вот и сегодня сказала, Динара, вот вы знаете, чрезмерная активность гражданского сектора сделала из наших политиков, простите меня, импотентов. Вы сами что-нибудь можете сделать вне гражданского сектора, потому что это ваш хлеб. Вы боретесь за власть. Основными акторами являетесь вы, не только президент. Основными акторами. Либо есть вторая сторона, либо ее нету. Поэтому я с удовольствием, я за эти инициативы, я за снижение этих барьеров. Я за то, чтобы внедрялись новые технологии. Я за то, чтобы у нас было введено преференциальное голосование. Я за. Но я хочу видеть вторую сторону со страстью в глазах, за которой я пойду. Динара не является основным игроком, точно так же, как и я. Основными акторами являетесь вы. Вы, наконец, мальчики, соберетесь вместе, начнете что-нибудь делать. Мы пойдем за вами, только начните вы что-нибудь делать. Айлянайндар. Ну, нет, можно, вот, а почему такая дискриминация? Ему чуть больше, да. Нет, я поэтому хочу сказать, я за. Ну, давайте в следующий раз мы соберемся, Динара, и это тоже. Я готова собраться в следующем формате, но пусть это будет формат такой, на котором мы будем получать ответы не только что, но и как. Давайте составим программу, как мы будем совместно двигаться. Для того, чтобы... Потому что основной игрок
которого вы определили там, он в ус не дует, потому что он не видит вас. Мы все невидимые для него. Потому что парламент как был в лежачем состоянии, так он и лежит, и радостно отдается. Правильно? Другой силы, вот молодежь хотят, да? Мы их вас вообще не слышим. Вы что, собираетесь только резолюциями круглого стола повлиять? Ну это же нереально, согласитесь. Только резолюциями круглого стола это не получится. До тех пор, пока перегиб, пока в вас не увидят реальную, в нас всех пока не увидят реальную силу, извините меня, тот того же боится. Поэтому, Динар, если опять это мы будем обсуждать какие-то немыслимые вещи, я черепой, даже из любви к тебе, больше не люби. Спасибо большое. Если можно, я